Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале. С вами Астарта Сантье. И сегодня мы будем делать расклад на тему, боится ли он вас потерять. Поспрашиваем карты, боится или нет, что сейчас происходит с ними, какие чувства он к вам испытывает, что его толкает, да, на такие страхи. А может быть, он не боится потерять, и посмотрим, как вообще он себе видит ваши отношения. В общем, покрутим этот вопрос с разной стороны. Перед вами, как обычно, три варианта: первый, второй или третий. Сосредоточьтесь, подумайте о своем партнере. Как обычно, в общем-то, все. Интуиция вам в помощь. И пока вы выбираете, напоминаю, что все новинки в описании. Мои контакты тоже есть в описании. Обращайте внимание, кому интересно, кому нужно. И переходите по тайм-коду, а я перехожу к единичкам. Ну что, единички, смотрим вас. И боится ли он вас потерять? Начнем с его сигнификатора. Сейчас мужчина полон надежд. Надежд на то, что отношения будут развиваться, что вы партнеры, что у вас есть взаимопонимание, что вы друг друга понимаете, слышите, что, конечно же, есть любовь, что есть желание вместе двигаться дальше, вместе развиваться, вместе жить, вместе расти. В общем, он полностью надеется на то, что отношения будут развиваться, и вы будете вместе. Вот такая прекрасная карта выпала на его личность, на его сигнификатор. И давайте ответим на вопрос, боится ли он вас потерять. Тут, да, карта нам говорит, что боится однозначно. Причем страх этот не маленький, дорогие мои. Здесь есть место, конечно же, неуверенности в себе, и вдобавок к тому, этот страх, он еще сам подстегивает. Этот страх, он еще сам себе накручивает, сам себе напридумывает, сам себе там что-то надумывает, может это постоянно в себе культивировать в голове, может постоянно это анализировать, там что-то копаться, копошиться. Вот знаете, а делать нечего. Но страх тут вас потерять есть однозначно. Причем, знаете, еще кто-то может его накручивать еще со стороны. Постоянно жужжать у него над духом, постоянно как-то усугублять его вот этот страх. Может быть, он, знаете, что-то может услышать, может кто-то ему что-то может говорить, может его там какие-нибудь близкие родственники там ему будут говорить, а вот ты понимаешь, она вот то, она вот это, то есть вот наускивать его, наускивать, и постоянно этот, как снежный ком, этот страх у него увеличивается. И он сам по чуть-чуть там услышит, там соберет, там подумает. И, в общем-то, как снежный ком, все это у него накапливается, накапливается и накапливается. И его чувство к вам на данный момент. Здесь, конечно, привязанность, здесь влюбленность, здесь нежность, здесь тоска, здесь постоянное желание быть с вами рядом. Вот мужчина содержит вас на своем сердце, вот всю эту любовь, всю свою теплоту. Оно есть, конечно же, однозначно есть. И тут место привязанности, тут желание оберегать, тут желание защищать, тут желание, вот опять же, да, как я и сказала, быть вместе, строить отношения, развивать там свое дальнейшее будущее. В общем, он даже фантазирует, планирует, и все его мысли, планы, надежды связаны с вами. Вот они. И причем это у него очень-очень прям вот, я бы сказала, глубоко он это содержит. И в то же время еще, знаете, как эмоционирует. Прямо об этом думает, на это надеется. И я бы сказала, даже большие ставки ставит. Дальше уточнила, что же рождает его этот страх, страх вас потерять. Ну, здесь, конечно же, во-первых, конкуренция, во-вторых, неуверенность в себе. Мужчина не уверен в себе абсолютно. Мужчина не чувствует еще им вашей любви и вашей заботы. Еще и накручивает себя, что есть конкуренция. Какие-то страхи у него, опасения есть здесь вообще. Вот прям целый рой, целый такой прям шкаф, гардероб, да, вот как здесь изображено.
И здесь еще, знаете, такие мысли, когда страх еще и удержать. Удержать, почему боится, что не удержит? Потому что вот как-то, не знаю, он внутренне так переживает, внутренне так трясется, что вот сам себе этот страх, он почему-то вот культивирует, накапливает и накапливает. И, конечно же, тут страх потерять есть. И еще и ощущение, что и вы не сильно к нему привязаны, ваши чувства к нему не настолько сильны, чтобы вы остались с ним на долгое время. И он вот долгое время не чувствует вашей привязанности. Такое ощущение, да, что вы вместе, но все равно, дорогие мои дамы, вы как будто бы ускользаете, вы не с ним. Вот знаете, иногда такое бывает, что вроде как ты все делаешь, да, вроде ты к нему внимательно, вроде ты как-то там поощряешь его, как-то там с любовью, с лаской, там и покушать, и там еще что-то. А он в один прекрасный момент вот сидит и говорит: почему я не чувствую твоей любви? Вот и здесь у мужчины, знаете, есть вот такое ощущение. Вот он не чувствует вашей любви, и отсюда, конечно же, море, просто океан сомнений. И просыпается эта неуверенность, дает о себе знать вот эти все страхи его. Также, конечно, все это наускивание, что в его окружении есть, тоже играет большую роль. И поэтому мужчина, конечно, боится. Как он будет себя вести, чтобы удержать, чтобы как-то наладить отношения, например, если это был кризис. Если вообще никакого абсолютно кризиса нет, вы просто решили посмотреть, да, это видео, уточнить, боится, не боится, то просто вот что он будет делать, как себя вести, чтобы, по его мнению, вас удержать, чтобы вы не смотрели на сторону. Ну, во-первых, конечно, он будет пытаться подавать и транслировать себя как такого сильного волевого мужчину. Конечно же, будет всячески вам уделять время и внимание, проводить с вами какой-то свой досуг. Конечно же, это партнерство, это доверие, и в то же время он всячески будет как бы вас огораживать, всячески будет вас закрывать от ваших, не знаю, отвлекать, может, от ваших увлечений или от какого-либо общения на стороне. Вы знаете, иногда есть такие мужчины, когда вот ты, например, разговариваешь там со знакомой, с подругой, вот ему надо сесть и послушать, посмотреть, о чем же вы говорите. Либо ты там можешь оставить свой телефон, он может сесть и посмотреть. Под предлогом, там, что мой телефон сел, он может сесть и попользоваться твоим телефоном. Ну вот просто так. Реально, конечно, будет пользоваться, там, проверять то, что ему нужно, но все равно он будет это делать с твоего телефона. Это такой способ иногда даже проверить, насколько ты ему доверяешь, насколько ты честна, насколько ты не боишься впустить его в свое вот это личное пространство. Все-таки телефон — это такое дело, да, достаточно личное. Кто-то в одних парах разрешается пользоваться телефонами друг друга, а в каких-то других парах вообще нет даже такого и мысли такой, чтобы там взять телефон мужа или жены, проверить, с кем он переписывался, с кем он созванивался. Вот тут у каждого проиграется по-разному. Но карта нам говорит, что мужчина будет вас отгораживать вообще от внешнего мира. Давайте еще уточним на Таро. Колода перемешана. Чтобы время не терять, я просто буду вытягивать карты. Вот, опять же, на вопрос на его поведение. Еще спросим у Таро, не только у метафорических карт. Тут видно, что повидели вот так. Ну, в общем-то, мужчина будет всячески вас проверять, всячески устраивать вам какие-то ловушки. Ну вот,
Попадетесь вы, не попадетесь, доверяете вы ему, не доверяете. Да, будет какое-то такое поведение, знаете, вроде как игривое, вроде как и доверительное, но в то же время это своего рода проверка, своего рода ловушка на вашу какую-то реакцию, на вашу обратную связь ему. Также здесь, конечно же, мужчина может, как я уже и сказала, да, вас очень сильно ограничивать в вашем пространстве. Вот опять у нас карта повешенный, но обратите внимание, что в этой колоде повешенный он запутан, опутан именно паутиной. И вот опять же здесь возвращаемся к тому, что, да, к ограниченности, да, что он будет вас ограничивать в ваших передвижениях, в вашем общении, в вашем социальном каком-то таком пространстве. И тут еще, знаете, что может быть? Может устраивать какие-то сцены ревности, может, ну там не прям это будет скандал, какая-то истерика, нет, конечно. Ну, где-то с игрой, где-то с подковыркой, где-то с язвой, но может проверять и как бы смотреть на вашу реакцию. Тут некая такая конфликтность, но без агрессии, без битья посуды. Ну и, конечно, подчеркивать, что вы его женщина, что вы его любимая женщина, что какие-то бонусы, подарки к вашим ногам он будет приносить и ждать от вас, конечно же, ответной реакции. Это первое. А второе, тут будет именно взращивать, как бы работать на то, чтобы вы в нем увидели именно своего мужчину, своего императора. Как-то будет работать над собой. Вот знаете, он может поменять тактику поведения, либо может перестать там делать, например, то, что вас когда-то раздражало или злило, или то, что вы просили не делать. Ну, в общем, тут такая смена полюсов у него может произойти в поведении для того, чтобы ну, как-то отношения либо наладить, если у вас конфликт, либо просто-напросто удержать из-за своих страхов, да, надуманных, либо как-то вот, если это кризисное отношение, да, и в отношениях сейчас именно вот такое напряжение существует, то мужчина будет всячески как-то с хитростью, где-то вот какими-то выяснениями отношений, но будет пытаться как бы отношения наладить и гармонизировать. Ну, вот такой у нас расклад для единичек, дорогие мои. Я вам желаю, конечно же, любви, гармонии, процветания и благополучия. Берегите, любите, балуйте, цените, заботьтесь о себе и о своих близких. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю. Переходим к двоечкам. Ну что, двоечки, смотрим вас. И боится ли мужчина вас потерять? Сначала начнем с его сигнификаторов, его личность на данный момент. На данный момент мужчина пытается удержать равновесие, удержать либо какие-то, с одной стороны, это могут быть какие-то, конечно же, его дела, планы, проекты, работа, бизнес и так далее и тому подобное. А с другой стороны, если в отношениях есть некий кризис, либо недопонимание, либо в отношениях сложилась такая вот стагнация, когда не развиваются отношения, отношения стоят на месте. Вот это сейчас то состояние у мужчины, когда он пытается удержать это состояние либо равновесия, либо некой такой стагнации. И ему, конечно, нелегко. Ему как-то вот дискомфортно, ему тяжеловато, конечно же. Вот сейчас какое-то такое состояние у мужчины на грани. С чем это связано? Давайте, может быть, уточним, что же у него происходит-то. Да, устал. Устал, замучился. Ну вот.
устал просто карабкаться, что-то связано. Это больше такие рабочие моменты, но они откладывают, конечно же, свой отпечаток на отношениях его личных, на его семье и на ваших личных отношениях. Вот состояние такой вымотанности, усталости, и да, пытается найти некое такое равновесие, чтобы удержаться, чтобы не сорваться, не сорвать свою усталость, свою злость на близких людях. И давайте сразу ответим на вопрос, боится ли он вас потерять. Нет, дорогие мои, здесь я не вижу, чтобы он боялся. Почему? Потому что тут есть уверенность, что отношения крепкие, что отношения уже такие проросшие своими корнями достаточно глубоко. И есть, конечно же, уверенность в том, что он отношениями, во-первых, управляет, и он отношения как бы держит в руках, как бы защищает. Но вот у него нет страха, есть уверенность в отношениях, есть такая некая внутренняя стабильность, что ничего вашим отношениям не мешает, ничего не мешает его личной жизни. Тут доверие есть абсолютное. Его чувства к вам сегодня. Здесь, конечно, можно говорить, конечно же, о партнерстве, о доверии, о любви, о взаимопонимании, о том, что вы для него родная душа, о том, что вы всегда его поддерживаете, что вы его тыл, что вы его такая некая страховка, куда он может на вас опереться, он может на вас положиться, он может вам довериться. То есть вы с ним как бы растете, идете, движете, живете в унисон. То есть вы с ним на такой одной сцене. Да, он сейчас уставший, да, он сейчас вымотанный, да, у него сейчас нет достаточной силы и энергии, чтобы вам, например, уделять то количество внимания и энергии, которое он хотел бы уделить. Но в любом случае здесь, во-первых, есть эта осознанность, а во-вторых, конечно же, мужчина к вам привязан. Мужчина вас любит, мужчина вас ценит, и с вами у него прям, знаете, внутри есть такой покой. Вы всегда можете найти для него слова поддержки, вы всегда можете найти для него и дать ему вот это вот успокоение, силу и энергию двигаться дальше и расти и развиваться. Так, дальше. Как он видит развитие ваших отношений? Куда они идут, по его мнению, по его разумению? Во-первых, конечно, здесь абсолютная уверенность, что отношения так и будут как бы крепкими. Здесь карты нам показали больше его переживания, связанные с какими-то его внутренними страхами и с работой. Вот если сейчас у него кризис на работе, что-то не получается, либо что-то наоборот не движется, не развивается. Может быть, он очень много работает, а получает очень мало. То есть выхлопа у человека нет. И отсюда усталость, отсюда вымотанность, отсюда, конечно же, есть такое некое отчаяние. И вот здесь в ваших отношениях, в вашем лице он находит, конечно, опору и поддержку. В вашем лице он находит такое некое успокоение и такую тихую уверенность, что все получится. Нужно только набраться терпения, нужно двигаться, нужно развиваться, и обязательно все получится. Вот здесь сейчас неуверенность в себе и внутренний вот этот раздрайв, внутренние опасения и конфликтность, конечно, дают ему себе знать прям вот по полной программе. Потому что внутри это переживание, это агрессия, это недовольство собой, это некое такое самоедство, это, конечно же, мечты, желания и стремления быть тем, кем он считает, кем он поставил для себя, какой-то такой образ он себе уже придумал, настоящего себя, настоящего мужчины и такого достаточно успешного мужчины при положении. Его все уважают, его все ценят, он такой хозяин положения. И пока он этого не чувствует. От этого, опять же, все то, что я сказала ранее, не буду повторяться. А вы такая опора, вы поддержка, вы забота, вы внимание и тот глоток исцеляющей воды, который ему помогает двигаться дальше.
И дальше как он будет себя вести, чтобы отношения как бы удерживать на том уровне, и либо уровень увеличить, либо вот, короче, оставаться на плаву. Ну, во-первых, конечно же, здесь мужчина может вам довериться, он может как бы рассказывать вам о своих страхах, сомнениях. Он, конечно же, в вашем лице, в отношениях с вами, он находит свой такой оплот, свою силу, свой источник вдохновения, свой источник какой-то некой энергии, который и его двигает, его толкает. То есть здесь вы выступаете таким вдохновителем, человеком, который является для него, грубо говоря, таким агрессором, который заставляет его двигаться, который дает ему вот этот самый толчок к движению. Но и в то же время он вам доверяет, он может с вами о чем-то переговорить, может быть, посоветоваться. То есть здесь, знаете, вот его действия в вашу сторону именно такие доверительные, и попросить совета, попросить помощи он может рассказать вам о своих страхах, о своих сомнениях, и вы их, судя по всему, можете развеять. И это ему нужно, это ему необходимо на данный момент. Ну и, конечно же, тут ваша красота, ваша соблазнительность, ваша притягательность и его влечение к вам, оно играет немаловажную роль вот на данный период. Вот карта такая прям говорящая, то есть она рассказывать нам именно о влечении, это первое. А второе, именно через интим, через близость он может подпитываться, дорогие мои, энергией, выступать в роли некого такого суккуба, который питается вашей энергией и дальше может абсолютно спокойно двигаться, развиваться. Так, и давайте еще на Таро уточним. Колода перетасована, я ее за кадром тасую, чтобы время не тратить. Просто тяну карты. Его поведение, да? Ну, во-первых, это, конечно же, признание в любви, в его привязанности, желание быть с вами вместе. Вот эта прекрасная карта, двоечка кубков. В поведении нам говорит о том, что он будет постоянно говорить вам о своей любви, постоянно вам транслировать именно какую-то заботу, какое-то внимание. И тут, конечно же, развитие движения от него, ну, какое-то такое неуверенное в себе, с одной стороны, а с другой стороны он будет диктовать, как и что нужно делать, как нужно жить, как нужно себя вести. То есть он такой вот король мечей, властный, сильный, управитель, который знает, как жить, который знает, что лучше. В общем, тут и, как говорится, и кнут, и пряник с его стороны к развитию ваших отношений, к движению, ну вот поведения, я имею в виду его. Люблю, не могу, трамвай куплю, а завтра может сделать какое-то замечание. Достаточно такое грубое, властное, агрессивное. Послезавтра опять сказать люблю, не могу и так далее и тому подобное. От него можете ожидать, дорогие двоечки. Вот такой для вас расклад. Я вам желаю здоровья, любви, терпения, благополучия, успехов и берегите, любите, балуйте, цените, заботьтесь о себе и своих близких. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. И, как обычно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. А я к троечкам перехожу. Ну что, троечки, смотрим вас. И боится ли он вас потерять? Начнем расклад с того, что посмотрим его личность. Сигнификатор мужчины. Вот эти две карты. Мужчина-правитель. Мужчина любит
Господи, кукловодить. Хотела сказать марионетка. Мужчина очень властный, мужчина твердый, мужчина с характером, мужчина амбициозный, мужчина не, я бы сказала, даже бескомпромиссный. Мужчина любит держать только все лишь в своих руках и ни в чьих более. Мужчина любит управлять вообще чужими жизнями, конечно же, в том числе и вашей. Мужчина очень авторитарный. Мужчина, который не терпит каких-то слов поперек. Мужчина не терпит каких-то компромиссов. В общем-то, все должно быть так, как он сказал, так, как он решил, так, как он считает нужным, важным и правильным. И отвечая на вопрос, боится ли он вас потерять, я бы сказала, что нет. А почему? Потому что он считает, что вы его собственность, вы никуда не денетесь. Тут такой эгоизм, чувство собственничества, оно прям зашкаливает. Вы его, вы принадлежите ему. И, вы знаете, он контролирует вас, такое ощущение, что полностью все ваше развитие, все ваши увлечения, все ваши, там, я не знаю, контакты, вот все под неусыпным и неустанным контролем этого вашего мужчины. Вот прям я бы сказала, что держит он вас в клетке, в ежовых, прям даже колючих, прям ужас каких рукавичках. Его чувство к вам сегодня. Он привык, что вы с ним вместе, что вы рядом. Он привык вами управлять, он привык вас направлять, он привык строить вашу жизнь. Он привык, знаете, вот манипулировать даже на уровне интеллекта мыслей ваших. То есть он даже может вот забраться даже туда, в вашу голову, и направлять ваши все мысли, ваши все размышления именно в ту сторону, в которую ему нужно. Он умеет с легкостью вами играть и контролировать вас. В чувствах, тут, знаете, такое болото. Я бы не сказала, что я не вижу тут большой, огромной любви. Нет, тут просто осознание и чувство собственничества, что вы вот его, этот мужчина, не допускает даже мысли, что вы можете упорхнуть. Он только вот такая стабильная уверенность, что вы его женщина и что вы под его контролем и будете делать то, что он скажет или то, что он захочет. Вот сами видите все карты на моем столе, да, перед вами. То есть он вами управляет, он корректирует все ваши мысли, все ваши движения, все ваши увлечения, все абсолютно. А вы как будто бы в розовых очках, вот как этот парень, делаете и стреляете туда, куда он вам показывает. Сами не понимаете, куда. Но зато мужчина этот, конечно же, абсолютно однозначно понимает, для чего он это делает и чего он хочет в результате добиться. Так, дальше. Что дает ему вот такую прям уверенность, что уверенность в ваших отношениях? Ну, во-первых, конечно же, это время. Скорее всего, отношения у вас уже долговременные и долгосрочные. Это первое. Второе, опять же, вы у него в руках, вы в клетке, вы привязаны, вы завязаны, вы под контролем. Это второе. А третье, вот смотрите, вот здесь начинается самое интересное. Мужчина, уверенность, что вы будете с ним. Почему? Потому что он такой вот эгоист, эгоцентрик, который делает все так, как он хочет. Почему я так говорю? Потому что здесь в картах видно, что он привык делать то, что он хочет, жить так, как он хочет. И вот захотел пойти куда-то развлечься, он пойдет. Захотел, там, не знаю, заняться какими-то новыми проектами, либо куда-то уехать в путешествие один без вас, он поедет. То есть здесь мужчина даже не учитывает ваши желания и потребности. Мужчина может быть, в принципе, ходок. Вот по этой карте. И опять же, да, если вы скажете слово «нет», или скажете, что меня это не устраивает, мне это не нравится, он даже не обратит внимания, он вам скажет, что
как говорится, твой день 8 марта, женщина, в общем-то, и все. Вот он настолько уверен, что вы у него под контролем, он настолько уверен, что вы, как говорится, послушная, и что он уже привык поступать так, как лично нравится ему, и никак иначе. Вот абсолютно. Сами видите. Он привык, вы его, за ним можете ухаживать, вы к нему можете быть внимательны, можете подтыкать каким-то его желанием. Это еще больше укореняет его уверенность в том, что вы у него в руках. Что вы у него, как говорится, смотрите, тут дракон на цепи, здесь мужчина на цепи. То есть вот это чувство того, что вы к нему привязаны, ему дает вот эту самую уверенность. Вы это чувство привязанности, да, вот уверенность в том, что вы привязаны, вы еще и усугубляете, вы еще и подчеркиваете и говорите, да, я контролируема тобой абсолютно. Его поведение так и будет контролировать, так и будет управлять. Все ваши мечты и желания он будет пропускать только через какие-то, я бы сказала, какой-то отбор у него внутренний будет. Через некое такое сито. А позволять ли вам чем-то заниматься или нет? Так же точно будет себя вести, как и сейчас. Не вижу никаких уступок в вашу сторону. Делать будет только то, что он считает правильным, только то, что он считает нужным и важным. Настаивать будет абсолютно и категорично, вести себя как мужчина, такой альфа. Может, конечно, делать вид, что он желает вам добра, хотя это может быть не только вид, а его какая-то уверенность, что это принесет вам добро и удовлетворит ваши потребности. И, конечно же, здесь вот такая слепая уверенность, что он, как говорится, знает жизнь, прожил жизнь, есть у него опыт, и в общем, такой управленец, в общем-то. Дальше доп. Карты на Таро вытянем. Колода перемешана и перетасована. Чтобы не терять время, я просто вытяну карты с колоды. Его поведение, как и на метафорических картах, просто на Таро уточним, как он будет вести себя. Ну, во-первых, конечно же, рассказывать вам о своей неземной любви и о том, как ему важны и нужны отношения с вами. Ну, это может быть с его стороны, конечно, лукавство. Ну, это, с одной стороны, проиграется не у всех. Но вообще, конечно, тут, смотрите, красивые карты выпали. И туз кубков, и десятка кубков. Но это какой-то такой период, который уже заканчивается. Вот именно какой-то такой любви, такой возвышенности, легкости, энтузиазма какого-то. И все это уходит в Луну. А Луна — это у нас неуверенность, какая-то туманность, какие-то теневые вопросы, которые мы не видим и не замечаем. Да? Тут, в общем, мужчина, с одной стороны, как я уже и сказала, люблю, не могу, трамвай куплю, а с другой стороны, он будет лукавить, что-то может скрывать. И погружаться именно в свои какие-то заботы, в свои увлечения, в свои дела, не учитывая ваших потребностей. Тут, конечно, может продавливать силой и своим авторитетом. В общем-то, вести будет себя так же, как и обычно. Он точно знает, как правильно жить, и будет вам диктовать условия. Вот и все. И да, будут, конечно, проблески там какой-то нежности и любви, но не более. Страсть, любовь, интим, близость, влечение, вожделение с его стороны, оно есть однозначно. Может быть, поэтому его и как бы толкает и заставляет его держать вас в таких ежовых рукавичках. Опять же, из-за каких-то внутренних страхов, которые мы тут тоже видим. Вот такой расклад для троечек, дорогие мои. Я вам желаю здоровья, любви, процветания, благополучия.
Берегите, любите, балуйте, цените себя, радуйте себя, заботьтесь о себе и своих близких. С вами была Астарта Сантия. Как обычно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и увидимся.